Салам, hurmatli vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. 26 июля под предлогом встречи с секретарем Министерства национальной безопасности в Турции Ибрагимом Калыном, так, наш заместитель министра национальной безопасности Гуванч Авезов приехал, встретился, но уехал обратно он не один. Он забрал Мердана Мухаммедова, которого намного раньше взяли, держали в Турции. Вот он его вывез. Мы его знаем как Кемине. Он работал вместе с Сапаром Иклимовым, с Халмурадом. Вот его привезли. Но, естественно, тот процесс, этап, который проходит все, кто задержан, он тоже, я предполагаю, прошел. Несмотря на то, что все стали, выступали, говорили. Вот. Ну и здесь вот есть такие причины, которые вызывают недоумение. Это связано с тем, что в инакомыслящем пространстве среди наших активистов, оппозиционеров, правозащитные организации идет такая невидимая борьба, соперничество. И результатом подобных действий стала судьба Кемине. Выступал Халмурат, говорил, что он 21 числа суд. Я абсолютно уверен, что ни один человек даже близко не показался. Потому что само по себе это действие и весь процесс, связанный с депортацией инакомыслящих, активистов, оппозиционеров, связан как раз с тем, как я предупреждал еще с 2017 года, что вся мечта Харамдага и его клана – это организовать еще один Санджар. И тогда все его эти недоумки, потомки, им гарантировано правление этой страной. Несмотря на то, что Сердар засранец, он, конечно, тупее многих, но вот он его привел. Каким образом это могло произойти? Как оказалось, у Кемине не было вот этого кимлик, как сообщают источники последние 2 года. Ну и кроме того, там произошли неприятные инциденты, связанные с взаимными оскорблениями, и который теперь уже неизбежно приведет в лучшем случае к долгосрочному пребыванию в концлагере Авадан-Тепе. Не исключено, и что он повторит судьбу того же самого Фархада. Говоря о противоречивых взаимоотношениях в инакомыслящем пространстве, я в первую очередь имею в виду как раз вот эту команду политических каннибалов, семейка, муж с женой, Анна Дурдыхаджиев и Бегмедова. Вот. Это некрофилы в политике. Вот у них у самих, когда они уходили из страны, там у них возникли проблемы, значит, у Бегмедовой племянника пристрелили, когда был связан вопрос с подозрением по фактам кражи 41 миллиона долларов. Потом у Анны Дурды Хаджиева сестра Оул Сапар, это супруга моего бывшего друга, царство им небесное обоим, так? Хороший человек, но она так поверила ему, она так поверила, и она погибла на допросе. Теперь относительно вот этого факта, то, что вот произошло между, значит, вот этой командой, так, Хельсинский фонд и Кемине, ну, тут, безусловно, конечно, присутствуют интересанты, в первую очередь, это супруги, вот эти вот политические каннибалы. И Юрий не зря говорил, что там, где они, там смерти.
Они и сейчас преследуют людей, которым сами пытались якобы помочь, но из-за того, что они не стали перед ними на цирлы, они их преследуют. Того же самого Дерелиша, так, они преследуют Маралы Гарагумлы, ну и даже Азат Хайдбаев, который осмелился на ОБСЕ сказать о них, они тоже выясняют, оказывается, втихаря, где он, в какой стране хочет получить политическое убежище. Вот такая есть команда, и вокруг них есть молодые ребята, они там верят, не верят, это их дело. Но команда очень опасная, потому что сама семья была создана так. Я никогда не поверю. Я не знаю, вот Анадырды Хаджиев, он говорил, что он там шоферил, учился, выучился, но он женился на дочери замгенпрокурора Бегмедова. Я думаю, что у Таджигули это такая жесткость в отношениях даже внутри семьи. Мы просто сами были свидетелями, когда она могла в присутствии многих одернуть Анадырды. И он замолкал, как цуцик. На самом деле, конечно, она такая доминирующая. И то же самое она насаждает во взаимоотношениях, как только люди приближаются к ним, эти взаимоотношения становятся ее непременным условием взаимоотношений, сохранения этих взаимоотношений, требованием. А если нет, тогда она, да, тогда вот они могут так вот поступить. И если члены ихней команды, тоже женщина, оказалась причастна к тому, что можно было воспользоваться заявлением и присовокупить к тому факту, что якобы у него там еще там не было кимляка, и депортировать, то это, конечно, не только вина этого человека, потому что она управляемая, она кто? Она сама у них на побегушках. Поэтому, собственно говоря, это все происходит. Так вот, я как раз не просто так вот говорю об этих людях. Это беда в инакомыслящем пространстве. Выходят молодые люди, все амбициозные, так, и вот со своими они, значит, каждый из них видит себя Че Геварой, ну, как и минимум какой-нибудь там Кушут-хан или еще какой-то хан, там вот еще что-нибудь такое. Ну окей, ваши амбиции понятно, но чем они подтверждены? Знаний нет. Опыта, политической зрелости нет. Собираются вот в эти вот тиктоки и там еще какие-то и начинает умничать. Часами. Я в 2017 году сказал, Туркменистан оказался самым жестоким в отношении своих инакомыслящих по той простой причине, что он никогда это не публиковал, он это сделал втихаря. Сама манера избавления от людей, которые сопротивляются диктатуре, она была отработана до деталей. И в числе людей, которые там вот должны были прийти, оказались люди заинтересованные. И все закончилось крахом. Очень обидно, конечно, что такая ситуация случилась с Кемине, тем более, что уже убили Фархада Мейман-Кулиева. Сидит в ЛБК-12 Равшан Кылычев, Азат Исаков, тоже неизвестно. Говорят, что он вот якобы как овощ. А это не исключено, что его просто убили, забили насмерть. Поэтому вот молодежь особенно, вот ребята, которые ходят там, я хочу вас всех предупредить, так нельзя делать. Так нельзя делать. Диктатура справляется не одна, она блокируется. Вот, например, как можно было вывести того же самого Азата Исакова? Ну, где-то в 98 году было соглашение по ОДКБ Душанбинское. И можно было вывести, да.
Тогда любое государство в СНГ, оно может, так сказать, вот такой-то вот человек представляет. И у всех это, конечно, там эти готовы статьи, что это вот попытка, значит, незаконного переворота власти, смены там, значит, государственного строя и прочее. Эти статьи готовы. Вот. Поэтому то, что сейчас произошло, не надо винить только человека, который говорил, выступал. Взаимоотношения у нас тоже не очень приятные отношения, но мы никого никогда не ставим в положение, когда на него можно возбудить уголовное дело. У нас есть люди, которых мы просто презираем, которых мы вообще за людей-то считать не хотим. Но при всем при этом оставить за собой имя стукача, так, человек, который занимается наветом, для того, чтобы государство воспользовалось этой бумажечкой, так, писулькой, и смогло вывести человека, а вывоз это, что тут, это же 99% убийства. Вадан ДП. И если, предположим, пользовали вот этот вот Душанбинский меморандум 98 года, то сейчас теперь с 2021 года, с 12 ноября действует договор между государствами, вот, союзниками Турана. То есть они друг другу должны передать. Турция сейчас ни одного, ни двух. Надо 50 отдаст. Кто приехал, забрал, увез? Замначальник МНБ. Правильно? Отдавал кто? Секретарь МНБ в Турции. Поэтому я обращаюсь к молодежи и тем людям, которые причастны, вот они выступают, там говорят, вот в этом, значит, правозащитном движении, ТикТоке, ну это вообще какой-то этот трэш. Вот ничего не решающий, ничего не определяющий, тем более не объединяющий. Поэтому даже если вы находитесь официально в Турции, запомните, достаточно запроса Туркменистана, и ссылаясь на это соглашение между этими государствами, которые от 2021 года, 12 ноября, любого человека могут передать. Поэтому будьте внимательны, кому вы заходите в ТикТок, там и разговариваете с кем. Эта команда вот этих вот политических некрофилов, они собирают вокруг себя, они работают на количество. Там даже просто есть такая неприятная ситуация, привлекает человека, который готов, известный человек такой, готов быть в роли свадебного генерала. И они подключают. Если вы помните, было выступление о том, что там вот как ты можешь говорить, что вот значит это, когда я по своего папу там и так далее, и поддерживал он тоже. Но что, время прошло. Где? А? Почему не спрашиваете? Никто, кроме Аркадия Дубнова, не спросил об этом. А вы что не спрашиваете? Так вот уже и срок прошел. Где? Вот о чем я говорю, что идет химера, идет обман. И та же радиостанция «Свобода», так, Азатлык, Фарух Юсуфи. Вот я вот могу открыто сказать, эта организация содержится на деньги государства, Госдепа. А этот человек не хочет работать, потому что с Туркменистаном, видимо, какие-то вполне возможно негласные договоренности могут быть. Потому что нет источника. Вне всякого источника они заявили, что вот там, значит, вот в ЛБК-12 была вот такая вот разборка, и вот там вот бунт был и так далее. Где, когда был он? Где? Вы что мелите? А? Вы что весь народ за дураков держите? Это сломанная зона. ЛБК-12 там никто не пикнет. Я сам сидел там.
Там какой положенец, какой там смотрящий? О чем вы мелите? Это было 2 года тому назад. В Байрам-Али, да, там есть смотрящий. Атагаты. Он, рядом с Хитровкой, с Ворошилой. Я его просто знаю, потому что его родственник у меня был жокеем, Ханджа. Выиграл, кстати, машину. Жигули на моем жеребце. Я знаю его. А там произошло в Байрам-Али самое обычное, года 2 назад, по-моему, это было. Зашел ОМОН, стал беспредельничать. Этот ему говорит, Гаты говорит начальнику зоны, убирай своих собак, хватит бить людей. Он говорит, пошел вон. Он говорит, ладно. И сразу же, значит, после того, как те уехали, в обед привел, значит, в столовую 6 тысяч человек. Никогда в Байрам-Али на 6 тысяч человек никто ничего не готовил. Они стоят с пустыми чашками и бьют. А? Где? Ничего нету. И его сразу отправили накрытый. Отправили накрытый, остались, там действительно другой контингент. И там вот между булуджами и, значит, вот туркменами произошла стычка, да, были погибшие. И тогда снова вернули его скрытого. Этот случай был давно. Почему вы манипулируете эту зону общего режима? Зачем мы? Мы-то знаем. Но там же ведь есть люди, которые не только по помиловке выходят. Они выходят, потому что закончился срок. Они выходят, потому что попадает под УДО. Что вы чушь мелите? Что вы хотите от Туркменистана? Блефуете? Это самый настоящий политический блеф. Потому что вы хотите каким-то образом показать, что у вас якобы есть инсайдеры, а у вас их нету. Нету. Мошенничаешь. Фарух Юсуфи. Вот, и, значит, естественно, еще и есть люди, которые у нас как бы давно уже либо журналисты, либо активисты, либо оппозиция. Но если вы посмотрите на черный список, в Туркменистане он есть, и в МНБ, и в прокуратуре он есть. Часть этих людей, несмотря на немалый срок их присутствия за рубежом, и они из себя изображают активистов, журналистов, критические статьи и так далее, фамилии нет. Вот, скажем, тот же самый Мятеев. Год назад он ездил, отдохнул в Турции, а в этом году его депортировали. Но депортировали куда? В Голландию, потому что ты гражданин Голландии. А куда тебя депортировать? Ты, если надо, и в Киргизию ездишь, и в Казахстан. Правильно? Но в этом списке черном тебя нет. Можешь объяснить, почему нет? Аквель Сапар, гражданин Швеции, изображает из себя прям такого, что вот он и писатель, и все, на все он готов. А сам на самом деле конченый национал-фашист. Вот. Антисемитского толка. Почему тебя нет в черном списке? Собака на цепи. Мразоры. А тебя почему нету? А что нет тебя в черном списке? Я просто так вот наспех говорю, вот точно зная вот этих 3 людей нет в черном списке. О том, кто там первый стоит в этом черном списке, говорить не буду. Догадаться несложно. Но этих людей нет. Если надо, скажу еще кого нет. Но эти люди точно так же морочат голову, как и эта команда политических некрофилов. Сколько людей они ввели в блудню. Вон сколько людей сейчас ушло. Для чего это делается?
для того, чтобы страх, как самое главное оружие диктатуры, никогда не уходил из сознания электората. И я в 2017 году говорил, они совершенно по-другому работают, что Харамдаг тихушник, точно так же тихо, если вы увидели, и у вас есть люди, кому да, заходите в страну. Народ – это самоорганизующаяся сила. Просто нужно быть готовым. А вы приходите, начинаете потом заниматься самосозерцанием. Ну, многие. Понятные амбиции, понятные желания показать себя. Но это же грозит, вы видите, чем закончилось. Я еще раз повторяю, 2 года с нами был Фархад. Никто о нем не знал. И я обращаюсь к Харамдагу, его сыну засранцу. Что бы вы ни делали, как бы вы ни пытались запугать народ, вы его не запугаете. Вы вывезли, да, этих людей. Но народ – это сила горного селя. Не стойте на дороге, если хотите остаться живыми и здоровыми. Не мешайте народу найти свою дорогу к счастью, свободе, к демократии. Потому что народ имеет право. Halkın hakkı. Adan yolu, adan yolu, atlana leyla, atlana leyla.